Друзья, знакомьтесь, Санжар, основатель и директор школы робототехники под названием Роботек. Салям Дустар. Санжар, расскажите, как вы пришли к своей школе? А, С роботехникой занимаюсь вообще с 2015 года. До этого я работал в корпоративном бизнесе, там жил, учился, там работал за рубежом, в Лондоне, в Москве. Работал в разных компаниях. Вот начиная с 2015 года, мы когда переехали с семьей в Казахстан, я уже тогда имел твердое намерение заниматься образованием, потому что понимал, что для нашего общества это вот такая востребованная тема, и вообще образование это очень важный, скажем, такой большой элемент и важный момент жизни вообще любого человека. Тема инноваций меня всегда интересовала, технологии, я всегда интересовался новыми какими-то вещами, такими как интернет. Роботехника, я с 2014 года уже в Москве начал интересоваться, ходил на разные конференции, тогда вот они только-только были, я помню, была первая такая вот в Сокольниках проводилась осенью 2014 года, такая вот выставка по робототехнике, затем в Сколково ездил, там у нас такие вот, я помню, ранее такие вот стартапы по робототехнике российские уже там были, и вот тогда я уже присматривался к этой модели именно и видел модели, связанные с образованием в области робототехники. Вот, и по призу Казахстана уже потихонечку начну заниматься вот этим направлением. Ну, смело говорю, что нашему бренду в следующем году 10 лет. И действительно это вот совместное большое такое направление для нас. Где мы сейчас находимся? Мы находимся в нашем офисе. Это бизнес-центр АБИ на правом берегу Астаны. Тут у нас 80%, скажем так, помещения это офис. 20% это учебные кабинеты. Вообще мы так бизнес организовали, что у нас занятия проходят в разных локациях по городу, а также внутри школ. Вот, там, по субботам и по выходным, по будням. Вот. А тут у нас находится именно наш такой штаб, офис центральный, да, поскольку сегодня там выходной день, на работу вышла только часть команды, которая занята сейчас вот именно по воскресеньям. То есть сколько здесь квадратов в вашем офисе? Тут мы арендуем 9 кабинетов, размеры кабинетов от 20 до 25, то есть где-то там 220 квадратов. Это у нас класс робототехники. Тут у нас так выглядят классы, да? Да. А какие были вот вложения? Парты вы сами все приобретали, либо это уже было здесь? Вложения, это очень сложно сказать, сколько я уже вложил в этот бизнес. Понятно. Потому что мы Наверное, постоянно много. что-то докупали, что-то нам дарили, что-то нам там еще, как говорится, бизнес-центр предоставлял. Да, действительно, очень много. Так, если навскидку, то есть вы постоянно с оборота вытаскиваете деньги, а вкладываете обратно в бизнес, я так понимаю? Да, очень много мы реинвестируем, потому что у нас бизнес растет. Бизнес растет, открываем новые направления, соответственно, с оборота ежемесячно там по-разному бывает до 2 миллионов тенге мы реинвестируем в зависимости от проектов, да. А бывает, что инвестируем там 500 тысяч. А на что в основном идут инвестиции? Инвестиции идут все, что связано с поддержанием образовательного процесса, то есть порой иногда мебель закупаем, техника, то есть это конструкторы, на которых дети занимаются, это ноутбуки. Это все ваши награды, я так понимаю? Да, у нас это не все наши награды, но это такие, скажем, такие значимые, да. Как часто вообще проходят турниры по робототехнике? Сейчас прям очень часто. Раньше это было такое редкое событие, раз в квартал. Ну, раньше я говорю про 17-й, 16-й год, 18-й год. Так мы заняли сейчас 77 призовых мест. 77. Наши ученики за вот этот продолжительный период, почти 10 лет. Есть такие высокие достижения. Вот мы буквально вернулись неделю назад с Панамы, и сборная наша Казахстана заняла 3 призовых места. 1 серебро и 2 бронзы. И вот серебро и бронза, вот 2 медали, это вот именно ученики нашей школы заняли. А сколько стран участвовало? 81 страна. 81 страна. Да, более 600 команд съехалось со всего мира. Очень сильные сборные: Малайзия, Тайвань, Япония, соответственно, Индия, Китай. То есть вы хотите сказать, что Казахстан все-таки сейчас имеет такой весомый показатель? В этом году мы просто прям реально у нас был взлет, потому что вот если по количеству медалей посчитать, Малайзия забрала 6 медалей на этом чемпионате, Казахстан 3 медали.
А остальные страны по 2 медали, по одной или вообще 0. То есть Мы вообще Япония участвовала просто? Япония участвовала, у них там Передовые может технологии. быть одна медаль там или сколько там. Ничего себе, Ну, мы вот обогнали Японию, можно сказать. В сфере именно образовательной робототехники у нас сейчас хороший такой подъем идет. Вот, в стране как бы, ну, наши, в принципе, ученики очень амбициозные, очень толковые, умные, ребята очень трудолюбивые, вот. Поэтому, ну, там, конечно, конкуренция очень сильная, то есть там не дают, скажем так, расслабиться. Но мы готовились. Это у нас кабинет отдела маркетинга. Вот здесь у нас сидит креативная наша команда. Это вот рабочий стол нашего коллеги, видеографа, Раухата. Я видел, да, вы в Инстаграме активно продвигаетесь в соцсетях и, то есть, снимаете какие-то подкасты небольшие, да? Да, у нас есть авторские подкасты, мы их называем ТОР. Это казахское слово ТОР, это как, да, это такое уважаемое место. Ну и также он еще, аббревиатура, это Төртінші өнеркәсіптік революция, да, 4-я промышленная революция. Подкасты снимаем прямо тут, то есть в этом таком пространстве. Почему мы снимаем подкасты? Потому что тему робототехники, ну, мало кто сейчас освещает в нашей стране. Ну, именно, знаете, вот чтобы какие-то блогеры или какие-то передачи тематические. Сейчас крен ушел в сторону цифровизации, IT, программирования, как бы туда. А вот именно ниша робототехники, она такая пустая. И вот, чтобы она не пустовала, мы решили уж сами записывать, потому что есть сильные команды, есть сильные тренера, есть люди, которые уже много лет в этой нише работают, занимаются. Поэтому вот, чтобы вот их как бы показывать вообще вот обществу, показывать другим робототехникам, их приглашаем. Это абсолютно наш такой эфорт, у нас нету каких-то там спонсоров, мы это сами. Вот мы сегодня, например, вечером собираемся 2 подкаста записать. Ребят, мы оставим здесь канал, заходите, кому интересна тема робототехники, обязательно подписывайтесь и смотрите. Учебный класс. Сейчас у нас тут идут занятия. Так, давайте зайдем. Так. Группа небольшая, это у нас один из таких предпоследних уровней. Ну, соответственно, там меньше детей собирается. А сколько вообще уровней, кстати? У нас уровней вообще берем с 5 лет обучения. 5 лет? Да, то есть есть у нас уровни 4, потом 10, потом 12, 14 уровней. 14 уровней. 14 Ничего себе. уровней, да. 14 А сколько каждый уровень по времени проходит? Каждый уровень это у нас полгода. Полгода. Полгода это 16 занятий. Занятия проходят раз в неделю по 3 часа. По выходным дням, суббота либо воскресенье. Так, давайте посмотрим, прям очень интересно. Это у нас конструкторы, на которых дети собирают роботов. Вот это получается Лего конструктор, да? Да, это у компании Lego есть серия, связанная с робототехникой. Ничего себе. Lego Mindstorms, получается, это вот. Причем они это уже давно очень занимаются этим направлением. Очень уже классно. Более, по-моему, там 10 лет, более 15 лет этим занимаются. Как вы заказываете запчасти? Мы заказываем с Европы, поскольку у нас вообще оборудование оригинальное, леговское. Есть 2 сайта, это Bricklink и Bricoil. Это такие вот каталоги. Мы там смотрим нужные детали, заказываем, и с Европы там 2-3 недели эти посылки к нам идут. То есть с официального сайта? Нет такого, чтобы заказать с Китая какие-то запчасти? Все идет с Европы? Да, это все с Европы, потому что ну, Lego славится тем, что они делают очень такие качественные детали, которые, скажем так, взаимно, как говорится, хорошо как бы крепятся. Что сегодня делает? Вот, ученики сейчас создают робота. Это World Robot Olympiad категория. Ребята учатся. Вот они собирают сейчас сборку. Сборку вот тут собирают, и дальше они ее будут программировать. Ребята сами программируют. Есть среда программирования. Какая задача у них сегодня? Собрать робота, сделать какой-то, залить программное обеспечение, чтобы он как-то двигался или что? Да. В чем Вот основная здесь, задача? вот, например, на этом экране вот видно, смотрите, видите, блочная среда программирования. Вот, если отсюда посмотрите. То есть это специальный какой-то софт, да? Специальный, да, софт, приложение, которое позволяет запрограммировать робота. А дальше они через Bluetooth передают программу роботу. Вообще Робот круто. подключается и начинает по вот этому полигону ездить. Мне кажется, это очень сложно, да? Или сколько нужно вот учиться, чтобы вот запрограммировать своего робота? Примерно. Ну, где-то
В принципе, где-то за полгода уже можно Полгода? начать, да. Вот так приходит конструктор Да. уже непосредственно с роботом, Да. каким-то определенным. Вот сколько стоит, допустим, такой набор? Один штук? Сейчас пониманию. вот этот набор, он вообще с компанией Lego снят с производства. Снят. Да, то есть если посмотреть на рынке еще есть новые наборы, которые Мгм. не распечатаны, продаются, но там цены от 400 тысяч, Тенге. да, прям Мгм. очень дорогие стали. В свое время они стоили дешевле, там 200 тысяч, ну когда они производились. Мгм. Сейчас это такой как бы уже Раритет. раритет, и это один из самых успешных, очень хороших ходовых наборов по робототехнике. Классно. Вообще робототехника очень капиталоемкое направление. То есть вот люди там думают, какой бы учебный центр открыть, Мгм. например, там шахматы или робототехника, или там, может быть, языковые курсы. Но робототехника это один из самых дорогих, потому что это оборудование дорогое, это методика, которую нужно. Детей же нужно обучать по методике, а не просто Мгм. так вот собирать какую-то там модельку, которая Мгм. катается. Это учителя, которых тоже ты нанимаешь, обучаешь. Это сопутствующие мероприятия, где тебе необходимо проводить всякие соревнования, конкурсы. Вот если это все вместе собрать, это очень недешевое удовольствие. Мгм. То есть, ну, оно зато, скажем так, перспективное, Перспективно, да. потому что эти все дети, это будущие инженеры, это такая вот некая инженерная элита Казахстана, которая будет создавать роботов, управлять ими. Мы же сейчас понимаем, в каком мире мы уже начинаем Мгм. жить, и это реально востребованная профессия. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы было больше клубов робототехники, но я думаю, вот эти моменты, они останавливают. То есть я видел людей, которые хотели открыть клуб робототехники, потом посчитали, сколько это стоит денег, они понимали, что это очень дорого и, возможно, Мгм. это не окупит сразу. Вот Супер. так вот выглядит кубок с чемпионата мира по Вот робототехнике. мне интересно всегда было, что вы получаете за призовое место, помимо кубка? Какой-то денежный приз или что В это? Казахстане на данный момент робототехники от государства ничего не получают. Так. Ну, скажем так, есть категории олимпиад, которые, скажем так, котируются там по математике, по физике, но они такие уже исторически очень давно как бы внедрены, и там, насколько я понимаю, даются денежные вознаграждения. По робототехнике направление новое, оно пока еще не К сожалению, мотивируется, но на локальном уровне, конечно, есть, мы видим, где вот там акиматы, потом какие-то местные органы там, управления, они какие-то денежные призы всегда готовят, подарки, телефоны, это вот все. Вот чтобы официально где-то вот так приезжаешь с чемпионата мира, и тебе там на уровне министерства там какой-то такого там пока нету. Но мы Понятно. диалог ведем, чтобы эту тему внедрить. Санджар, чему вообще обучают в вашей школе? Обучаем робототехнике, да. Мгм. Что робототехника из себя представляет? Это такой вот смесь нескольких дисциплин, Мгм. такое междисциплинарное направление. Это инженерия, программирование, физика, математика. То есть одно дело, робота нужно собрать, другое дело, его нужно еще запрограммировать, чтобы он там из точки А в точку Б доехал, Мгм. выполнил какие-то задания. То есть это вот такую математическую функцию ему придумать правильно. И это языком программирования, кодом это все описать. Сколько стоит обучение в вашей школе? Абонемент самый дешевый стоит 38 тысяч тенге Мгм. и до 46 тысяч Там тенге. какие-то пакеты, да, определенные? Есть пакеты в зависимости от возраста, в зависимости от сложности программы, Мгм. потому что у нас разные конструкторы и разные там компетенции необходимо. Вот, цены такие. Сколько учеников на сегодняшний день? Сейчас у нас, ну, именно на наших филиалах занимается 270 Мгм. в Астане детей, а так мы как школа Роботек ведем несколько крупных проектов. Мгм. Это помимо обучения детей на филиалах мы работаем также со школами, а также у нас есть такой проект Озукурпак, это робототехника в регионах, вот при поддержке фонда Нурсултана Назарбаева. Мы Мгм. уже второй год этот проект проводим. Буквально вот недавно наша команда вернулась с 3 городов, это Актау, Кызылорда, Костанай, Мгм. где мы с 15 школами запустили бесплатные занятия по робототехнике на базе государственных школ в регионах. Мы очень гордимся этим проектом. Мгм. В прошлом году мы делали этот проект в Джасказгане в Семее.
Вот если суммарно по всем нашим вот направлениям, включая спортивное направление, где у нас дети на турниры готовятся, ну, где-то 1400 детей сейчас. 1400 детей. Да, Ничего себе. это вот такой вот охват, который вот наши все. Мгм. Также у нас есть еще онлайн занятия. У нас Мгм. есть порядка 5 клиентов в Сан-Франциско. Ого. То есть мы обучаем детей в Америке робототехнике нашей Ничего себе. казахстанской. Так, это у нас отдел спортивной робототехники. Мы тут готовим детей к турнирам. Это у нас полигон. Тут у нас категория робот-теннис. А, Специально вот для них мы создавали. что вообще значит спортивная робототехника? Спортивная робототехника — это когда роботы соревнуются. Там много есть разных номинаций. Мгм. Робот-теннис, разные полигоны. Вот здесь под вот этим столом, видите, это все различные полигоны. Там есть езда по линии, биатлон. Грубо говоря, какие-то трафареты, по которым нужно проехать роботу Да, в определенном совершенно направлении. верно, да. Вот это куб, который замеряет размер робота на соревновании. Ага. То есть там есть габариты заданные. это вставляем. Интересно. Если робот проходит, значит он участвует. Если не проходит, значит просят пересобрать. Вообще, есть ли сезонность в вашем бизнесе? Конечно, есть образовательное направление вообще образования, оно сезонно вот именно, это как у детей, да, то есть сентябрь-май, как бы такой вот учебный процесс. Понятно, там небольшие перерывы во время школьных каникул, Новый год, ну и летом. Летом дети отдыхают, уезжают, разъезжаются, поэтому во всех учебных центрах это такого low season, ну, за исключением тех, возможно, которые подготовка к школе. этим Самый пиковый занимаются. сезон, да, это, Да. наверное, зима. Да, да, это Так, вот осень. вот интересный вот этот кабинет. Такой, это у нас небольшой фаблаб, у нас есть тоже благодаря спонсорам. А, можно, да? Не оторвется. Вот про что я говорю, это будущий, который Будущий терминатор. Скоро ли роботы заменят людей, Санжар, по вашему мнению? Ну, если брать искусственный интеллект, то уже, да, Уже уже заменил, идет да? к этому, да. Ну, на самом деле, я вот смотрю на это больше по-философски. Это не то, что заменит, а то, что коллаборировать начнет с людьми. Потому что объективно есть, скажем, пространство, куда человек просто своими руками не зайдет, не залезет, там, не доберется до Марса, условно говоря, не доберется до каких-то там опасных территорий, и там как раз вот эти роботы и будут. Наверное, будущая профессия, да, это оператор роботов и искусственный интеллект. Сколько человек сейчас с вами работает в команде? В команде нас работает 20 человек. У нас, скажем так, в офисе находится. И 30 человек это вот преподаватели, там, методисты, почасовики. То есть Это все в штате? Либо в кто-то работает? штате где-то 20-30 это именно на ГПХ работают такие почасовики. Вот интересный вопрос. Фонд оплаты. Фонд Да. оплаты где-то варьируется, где-то 12 миллионов тенге. 12 в месяц, миллионов. да. Бывает у нас опять сезонный, когда там сезон такой там пиковый, то там, соответственно, фонд оплаты труда растет. Когда low season, например, вот летом, то у нас там фонд оплаты труда он там максимально снижается. Какой оборот на сегодняшний день в вашей компании? Ну, мне кажется, мы сейчас в этом году где-то приблизимся, либо превысим отметку 200 миллионов. я думаю. 200 миллионов. Да. Это годовой оборот. Да. Чистая прибыль. Чистая прибыль у нас, компания растет, мы очень много реинвестируем сейчас. И вот с этим связано, мы как бы сейчас балансируем, скажем так, на грани. Также еще привлекаем заемные средства, чтобы расти. Есть интересные проекты, в которые нужно уже сейчас в перспективу вкладываться. Поэтому, а так, если брать обычную рентабельность обычного филиала, вот где мы занятия проходим, там где-то 30-40% рентабельности. 30-40%. Это вот на филиале, да. Понятно, у нас есть еще большой блок административных расходов, АУК, да, так называемый. Вот если это все вместе сложить, то, конечно, там у нас есть крупные затраты. Мы сейчас ведем несколько проектов. Это у нас точки роста в основном. Это первое, это платформа. Мы создали онлайн-платформу по робототехнике. То есть все знания, которые мы собрали, мы оцифровали в виде занятий. Это 250 уроков на русском, на казахском языке. И по подписке ее предоставляем другим школам, у которых есть кабинет робототехники, но нет какой-то качественной методики.
А это вот один из таких основ для любого кабинета робототехники, это понимать, по какому, скажем так, по каким методичкам обучать детей. Это вот для нас большая точка роста, в которую мы продолжаем инвестировать, потому что мы там ведем записи, создаем методики, продвигаем. Также есть крупное направление, это проект Озукурпак, который мы проводим совместно с фондом Нурсултана Назарбаева. Это занятие бесплатное по робототехнике. Хотим его дальше этот проект расширять в регионах и, соответственно, ищем там меценатов, крупные компании, которые хотели бы в своих моногородах, малых городах развивать именно такое вот направление. И мы в этом плане очень хорошие партнеры. Вот. Третье направление – это направление спортивной робототехники, которое мы активно развиваем. Это спортивная робототехника, она на самом деле не во всех клубах робототехники присутствует, потому что если вот посмотреть экономику, она в целом такая вот на грани, там, скажем так, нулевой там прибыли находится, потому что это небольшие группы, это нужно отдельное оборудование, отдельный кабинет. Вот. Но тем не менее мы понимаем, что в детей нужно дальше инвестировать, возить их на чемпионаты мира, готовить, и поэтому мы целенаправленно вкладываемся в это направление. Ну, вообще перспективное направление. Да, но направление перспективно. Если вот просто открывать клуб робототехники без каких-либо там доп. Вложений, там, не пытаться расти, вот, ну, как мы делаем, просто у нас вот эти проекты, они ресурсоемкие, то, в принципе, ну, вот мы как-то считали, если вот, например, запуститься, в принципе, за год можно отбить все затраты. Потому что те же вот эти конструкторы, вот леговские, например, сейчас есть там китайские аналоги. Они такие, в принципе, довольно неплохие. Там, понятно, есть какие-то с ним сложности технические, но они зато в 3 раза дешевле, чем аналоги Лего, например. Те же планшеты, ноутбуки китайские, они значительно именно удешевляют вот эту капиталоемкость. Соответственно, если просто открыть такой центр, куда приходит там 30, 40, 50 детей робототехник, то, в принципе, за год можно все расходы отбить и уже, в принципе, в плюс выйти. А какое минимальное вложение должно быть, чтобы открыть свой клуб на сегодняшний день? Так, если свой клуб открыть, ну, я думаю, где-то, в принципе, можно в 1,5 миллиона, где-то в 1,5-2 миллиона уложиться, да. Ну, это прям китайское оборудование, недорогое. Желательно сделать какую-то коллаборацию с готовым центром, который предоставит вам площадку свою, там есть уже готовая мебель, Wi-Fi, интернет. Вы ставите свое оборудование, набираете детей. Набирать детей сейчас намного легче, чем было нам когда-то, потому что этот рынок был неразвитый. Приходилось старались всех перекричать, чтобы приходили клиенты к нам. Вот. Сейчас робототехника, в принципе, уже на слуху, много всяких там мероприятий проводится, это уже потихонечку в эфир ходит, мы недавно вот на Хабар ходили, то есть это все транслируется по стране сейчас, поэтому легче клиентов находить, намного легче. Санжар, спасибо большое, что пригласили к себе в гости. У вас действительно очень интересное направление. Надеюсь, у вас скоро весь Казахстан узнает про вашу школу, и робототехника будет активно развиваться. Я думаю, это очень важно. И в конце, по традиции, мы просим дать совет вот, начинающим предпринимателям в целом. Как их можно мотивировать? Что вот нужно делать, чтобы достичь успеха? Ну, во-первых, я посоветовал бы предпринимателям выбрать ту нишу, которая их реально цепляет. То есть она прям очень важна для вас на очень таком глубинном уровне. Потому что создавать любой бизнес – это очень и очень непростое занятие. И это не легкая прогулка абсолютно. И будут сложности, которых вы и через год, и через 2, и через 5 лет будут сложности. Но когда вы будете понимать, зачем вы это делаете, для чего и почему, это вас будет реально внутренне мотивировать, и вы будете через эти сложности проходить, с ними справляться и идти вперед. Это, вот, мне кажется, самый такой вот главный совет для предпринимателей. Жаль, что мы можем в конце разыграть для наших зрителей. Для наших зрителей мы можем разыграть месячный абонемент на весенний семестр. Друзья, если вы хотите обучиться робототехнике, а точнее ваши дети, пожалуйста, переходите в Instagram Robotech, и под постом о розыгрыше вы увидите условия для данного конкурса.